С 2010 года в Абхазском государственном университете идут ремонтно-восстановительные работы согласно российской инвестпрограмме. За это время каждый период ремонта делился на несколько этапов. Строительно-монтажным работам приступили только в феврале 2016 года. И вот за период 2016 года по сегодняшний день, что мы наблюдаем, то есть строительно-подрядные работы практически выполнены. Хочу сказать и отметить, что строители сами по себе свой план выполнили в том объеме, который был запланирован. Всю оставшуюся работу планируют завершить в мае, но при этом остаются нерешенные вопросы. Это финансирование материально-технических ресурсов, связанных с оснащением кабинетов мебелью и оборудованием. Руководство университета надеется на государственную поддержку в этом вопросе. Если вуз получит финансовую помощь, то уже в следующем учебном году студенты смогут обучаться в новых отремонтированных корпусах. У нас сегодня практически нет средств на финансирование материально-технических ресурсов, связанных с мебелировкой, с оборудованием и все прочее. Подробно мы изложили всю эту нашу проблему перед Кабинетом министров. И Кабинет министров практически пообещал, что этот вопрос, благодаря или местному бюджету, или будут просить они в Российской Федерации, что эту проблему тоже снимут. В АГУ учатся более 2000 студентов из всех районов и городов страны. При этом существенная их часть, не имея возможности оставаться в столице, ездит на учебу каждый день из районов. В зимнее время с ухудшением метеоусловий учащимся не просто добираться до своего альма-матера. В российскую инвестиционную программу по реконструкции Государственного университета входит и ремонт одного из корпусов общежития для студентов. Этот корпус расположен недалеко от вуза. Открытие общежития в скором будущем облегчит жизнь студентам. Отремонтированный корпус рассчитан на 250 мест. А вот что касается библиотеки АГУ, то она откроет свои двери для студентов уже в марте. Сегодня библиотека соответствует всем современным стандартам. Будет просторно, во-вторых, я говорю, будет кондиционирование решены, вопросы пожарной сигнализации решены, видеонаблюдения решены. И потом сам процесс, я имею в виду эксплуатация самой библиотеки, будет удобно в том плане, что будет читальный зал. Если за эти годы по инвестиционной программе были отремонтированы все кабинеты университета, библиотека и столовая, то спортивный зал остался не просто без капитального ремонта, спортзал вообще не вошел в инвестиционную программу. И, как утверждают представители АГУ, без помощи государства в этом вопросе не обойтись. Здесь надеются, что спортивный зал АГУ обязательно будет включен в программу восстановления. Кстати, при ремонте в АГУ учитывается комфортное передвижение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже готов пандус, планируется запустить лифт. И этот факт, безусловно, достоин подражания. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.